COVID-19 остается неотъемлемой частью нашей жизни. Больных много, тяжелых не меньше. Как и в других районных больницах, так и в Гудаутской ЦРБ продолжают спасать жизни. Картина здесь не меняется. Реанимационное отделение заполнено. В палатах по 2-3 человека. Это уже невозможно. Это уже реально невозможно, потому что каждый день скорая за скорой приходит, больные все тяжелее поступают, а сюда фактически мест не хватает в реанимации. Да, там добавился в Сухумской реанимации, инфекционной больнице реанимационное отделение. Да, тут тоже расширили чуть-чуть, но это тоже не хватает при таком наплыве. Ренель заступил на смену сегодня утром. Приехал он после дежурства из Тхорчалской ЦРБ. Так как его коллега-реаниматолог Мадина Дасаня заболела коронавирусной инфекцией, он 2 суток будет оказывать помощь реанимационным больным. Выражена нехватка кадров и в связи с ухудшением ситуации по всем больницам, не то что тут у нас в Гудауте, по всем больницам все больше внимания требуют родственники, родня, а сил сюда уже не хватает реально. Будем держаться максимально, сколько сможем. Будем рядом находиться и оказывать ту помощь, которой нуждаются они от нас. На фоне ежедневного прироста COVID-19 у многих больных появляются панические настроения. Люди испытывают тревогу за себя и родных. Выражена высокая температура, выражена нехватка воздуха, краснота лица, то, что первый признак выдается ковиду, и панические атаки. Очень паническими атаками поступают больные, потому что имеют огромный страх. Психолог у нас есть, ходит, консультирует этих больных, максимально беседует им, проводит беседу, а также медикаментами помогаем им максимально, чтобы нервную систему, чтобы не сломать их. С медикаментами в больнице проблем нет. Кислородных концентратов достаточно. Все в норме, абсолютно в рабочем состоянии в данном ситуации. Слава богу, есть централизованный кислород. В связи с этим проблема фактически снята. Спасибо и огромная благодарность хочу передать правительству, которое нам это обеспечило, потому что с этими баллонами очень трудно и очень тяжело было работать. Сейчас более-менее упрощенно. В связи с аппаратами, аппараты есть фактически в рабочем состоянии все. Максимально пытаемся их максимально собрать, чтобы они были в рабочем форме. Так что пока что, слава богу, и насчет медикаментозов тоже есть фактически. Оно нехватка медикаментов или чтобы не было в наличии медикаменты, такие нету. Есть определенные лекарства, которые хронически больные, которые принимают свои лекарства. Естественно, такие лекарства у нас нету. У нас есть то, что касается от вирусов, эти лекарства все наготове, они все у нас есть в наличии. Как сообщил нам врач, в госпитале нет больных ковидом после введения обоих компонентов вакцины. Однако есть несколько человек, которые заболели после первой вакцинации. Но опять-таки это произошло из-за несоблюдения ограничительного режима после прививки. Люди были в плотном контакте с больными коронавирусом и сами заразились. На 2-м этаже инфекционного отделения 30 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, 11 в тяжелом состоянии. Есть и 3 реанимационных больных. Нам приходится разворачивать новые отделения для того, чтобы поместить всех пациентов, которые поступают. Как вы знаете, сейчас превалирует у нас индийский штамм, по всей видимости, потому что сложность заболевания увеличилась, количество осложнений увеличилось, процесс инфекционный протекает более бурно, более тяжело. У нас проблема в том, что мы с трудом справляемся с этим наплывом. И на данный момент получается так, что в отделениях инфекционных лежат больные больные реанимационные. Из-за того, что у нас реанимация переполнена, нам приходится реанимационными больными заниматься в обычном отделении. Мы призываем население воздерживаться от массовых мероприятий, стараться соблюдать меры предосторожности. Мы вас очень просим, заражайтесь поменьше. Мы из последних сил работаем. Также призываем вас, по возможности, вакцинируйтесь. Вакцина доказала свою эффективность.
Вакцина безопасная, надежная. Принимает ковид-больных и основной корпус ЦРБ. На третьем этаже более 30 человек, на четвертом больше 20. На четвертом этаже функционирует только левое крыло. Из-за нехватки медперсонала вторая часть на сегодняшний день не работает. Если сравнивать пациентов, которые были первоначально, да, где-то годик назад и сейчас, немножко, да, болезнь спрогрессировала. То есть человек сейчас может объективно чувствовать себя неплохо, да, но в это же время параллельно пневмония может развиваться, то есть площадь поражения легкого увеличивается. И поэтому сейчас приходится вдвойне смотреть за пациентами, то есть чаще пересдавать анализы, чаще контролировать все эти моменты, и из-за чего, в принципе, лаборатория тоже перезагружена у нас. Но, слава богу, пока справляемся. Только что вот я двоих уложил, и, в принципе, все, больше коек на четвертом этаже в нашем крыле нет. Вот. А по поводу расширения, в принципе, мы пытаемся как бы не расширяться, да, и с учетом наших коек укладывать пациентов, то есть не задерживать, если человек, в принципе, относительно удовлетворительного состояния, отпускаем его домой, конечно, с рекомендациями и дальнейшим контролем. Вот. Так, правое крыло вы не открываете только потому, что нет медперсонала, так? Да, в принципе, вот вы правильно говорите. Как известно, в Гудаутской ЦРБ уже 2 недели не работает компьютерный томограф. Из-за перепада электроэнергии слетело программное обеспечение. Новой установкой занимаются специалисты из Белоруссии. КТ был запущен в тестовом режиме. И то есть мы его перезапускаем полностью по новой. То есть как бы механической какой-то ошибки у нас нет. У нас чисто системная ошибка. Вот инженеры сидят, они сейчас все переустанавливают. И это так как это сложная аппаратура, у нас там идут много протоколов, в которые нужно заново это все вбивать, заново это все загружать. Вот. Сегодня вот он уже заканчивает нашу работу именно по программному обеспечению. И сегодня мы планируем уже спустить наших стационарных пациентов. Так как у нас уже лежит 90-100 человек стационарных, то есть у нас первые очередные, естественно, будут они, потому что они у нас тяжелые, они у нас реанимационные, они у нас после длительного лечения, мы даже не знаем, что у них, ориентируясь только на рентген, как бы это тоже тяжело оценивать ситуацию. Вот. И, естественно, амбулаторных мы тоже начнем потихонечку принимать, но мы сперва обслужим весь стационар. Но это стационар не только Гудаутской ЦРБ, это стационары других районных РБ тоже. Амбулаторных мы будем принимать так же, как и до этого мы принимали, но уже более строго к ним относиться в плане направлений, экстренных, вот именно кому надо срочно. То есть это должны быть определенные критерии для того, чтобы сделать это КТ. То есть от того, что он просто ковидный, я хочу сделать КТ, как бы так тоже не получается. Заглянули мы и в пищеблок. С первого дня начала ковида здесь, с первого дня кормят великолепно, всем достаточно, все больные довольны, насколько я знаю. 3 раза в день кормят больных. Это чем? Первое, то есть завтрак это каши, масло сливочное обязательно, то есть по утрам булочки, это уже завтрак. На обед первое, второе, как положено, мясо, курица, все есть. Ходят разговоры, что еды недостаточно. Это неправда? Может один что-то сказать, но есть люди, в основном больные, которые все довольны. Я это точно знаю. Все говорят спасибо, благодарность передают шеф-повару. Это однозначно. Есть добровольцы, девочка Катя, Георгий. Это сын нашего шеф-повара. Наш шеф-повар великолепный, Людмила ее звать. Она командует нами, управляет. Я сама медик, которая пришла тоже так же работать, помогать здесь на кухне. У нас действуют ограничительные меры, но в более мягкой форме. И все же мы должны понимать, что коронавирус никуда не ушел. Поэтому как минимум масочный режим и соблюдение социальной дистанции остаются в силе. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.